В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете об агузском и кыпчакском влиянии на формирование крымско-татарского языка. Мы также поговорим о половцах, предтатарском населении Крыма. Обсудим, почему их называли кипчаками и кунами, рассмотрим происхождение названия половцы, их внешность, религиозные взгляды и ареал расселения. Кроме того, вы узнаете об их военном деле, отношениях с Киевской Русью и каменных бабах, связанных с их религиозными практиками. Однако печенежское влияние, оно, разумеется, сказалось не только на нагаях, но и на тех крымских татарах, которые складывались, собственно, на территории полуострова к настоящему времени. Общее мнение специалистов заключается в том, что крымско-татарский язык относится к агузо-кыпчакским языкам. И где-то с начала примерно 20 века доминирует та точка зрения, собственно говоря, основанная на довольно поверхностном изучении знаний истории и лингвистических исследованиях, что агузский компонент в крымско-татарском языке, он связан с влиянием Турции, Османской империи, и тем, что Крымское ханство более позднее находилось в договорных отношениях с Османской империей, что здесь присутствовали и представители Османской империи в виде военнослужащих, солдат, яничарей, чиновников, каких-то ученых и так далее, купцов. Но я должен сказать, что, безусловно, какое-то влияние это оказало, но на самом деле, на мой взгляд, агузский компонент в языке крымских татар, он имеет более глубокие корни. Хотя бы уже потому, что тюрки или тюркоязычные племена и народы в Крыму появляются еще со времен киммерийцев и скифов, а уж тем более можно об этом уверенно говорить со времен гуннов и хазар и так далее. И, как я объяснил ранее, собственно говоря, разделение тюркских языков на агузские и кыпчакские происходит где-то как раз на грани 9, 10, 11 веков, когда, собственно говоря, кыпчакские языки выделяются из общих тюркских языков, западных общетюркских языков. И, по мнению исследователей, кыпчакский язык – это относительно модифицированный язык, относительно более новый. Это измененный агузский язык. Вернее, это точнее сказать, что это старотюркский язык. Те, которые модифицировались, они стали кыпчакскими языками, а те, которые остались в основном в прежней своей форме, они стали называться агузскими языками. Так вот, если посмотреть на историю Крыма, то получается, что вплоть до X-XI века Крым заселяли тюрки разных родов племен, с разными особенностями, но в ту эпоху, когда западным общетюркским языком были агузские говоры, а не кыпчакские. Именно поэтому в Крымских горах, то, что сейчас называется Бахчисараем, горами и так далее, в этих районах и на южном берегу преобладает агузский язык. Не потому, что он привнесен в Крым из Турции, а наоборот, он пришел сюда с севера, из степи, от тех народов и племен, которые приходили на протяжении 1500 лет, как минимум, с 5-6 века до нашей эры и вплоть до 10-11 века нашей эры, они были по нынешним критериям агузоязычные. Именно поэтому, хотя агузский компонент и лексика, и фонетика в крымско-татарском языке, в бахчисарайском говоре, в южнобережных говорах и так далее, она наличествует, и она слышна и по произношению, и по формам слов, и по грамматике иногда, но она как раз довольно заметно отличается от турецкого и от османского. То есть, если хотите, агузское влияние в Крым приходило с севера, и агузское влияние в Крыму, в каком-то смысле оно предшествовало еще тому, когда сформировалась Османская империя, когда сельджуки заселили Малую Азию.
Это идет от тех еще древних кочевых степных народов, которые вот как раз и стали прототюрками, еще когда они были или преимущественно, или практически все европеоидами. Это несколько тысяч лет до нашей эры. А потом оно проникало и оседало в Крымских горах и на побережье. Безусловно, османское влияние на крымско-татарский язык есть, причем оно продолжалось и в XIX веке, потому что как бы литературный язык, официальный язык, язык тарджимана, которым пользовался Исмаил Гаспралы, он в значительной степени ориентировался в том числе и на так называемый османский язык. Но даже современные турецкие исследователи отмечают, что османский язык и турецкий язык – это не совсем одно и то же. Османский язык условно называется турецким, но на самом деле это язык, который состоял из огромного количества арабских и персидских заимствований, связанных с религией и османской культурой, которая, в общем-то, как бы в средние века отошла от первоначально турецкой культуры, турецкого языка, турецкого тюркского образа жизни и так далее. Это связано с особенностями истории, собственно говоря, восточных агузов, которые, в виде сельджуков попали на территорию Малой Азии, заселили ее, смешались с другими народами и дали начало современному турецкому народу. Но агузы, которые попадали в Крым, они вышли не из Османской империи. И именно поэтому получается, что агузоязычность крымских татар – это не заимствование из османского языка или из турецкого языка. Это агузы, которые пришли в Крым с севера. Безусловно, переписка дипломатическая, поздние какие-то влияния. Часть крымско-татарской интеллигенции училась в османских университетах, но это уже конец 19-го, начало 20 века и так далее. В каком-то смысле на литературный, на язык интеллигенции и так далее это оказывало влияние. Но дело-то в том, что люди, которые жили всю жизнь в своих селах, не ездили в Турцию, и на протяжении веков разговаривали на этом языке, который тоже изменялся, они по-прежнему говорили на том старотюркском языке или говорах, которые где-то перемешивались с нетюркскими языками и так далее, но хранили вот этот первоначальный тюркский субстрат, который позже стал называться агузским. И это не заимствование из турецкого языка, и это не влияние турецкого языка, а это, собственно говоря, агузский компонент крымских татар. В этом смысле печенеги были, скажем так, предпоследним, что ли, компонентом вот этого агузоязычности крымских татар. А вот потом поверх этого стал накладываться кыпчакский говор. И поскольку кыпчаков, половцев, о которых мы сейчас начнем говорить, их было много, и многие современные тюркские народы, западно-тюркские, восточно-тюркские, они имеют в своей и генетике, и в культуре, и в языке кыпчакский компонент, кыпчакское влияние. Вот крымско-татарский язык современный, он стал агузо-кыпчакским. Пожалуй, что определенные исключения есть в судакском говоре, который на самом деле подвергся прямому влиянию османского языка, потому что в Судаке в средние века и в округе стояли османские гарнизоны. И многие из военнослужащих, солдат, офицеров наверняка оставались во время службы и после службы жить в Крыму, продолжали, женились на местных женщинах, и язык, который в Судаке пласт за пластом накапливался из разных этнических групп и складывался своеобразный судакский говор, он как раз впитал в себе, скажем так, прямое османское влияние, хотя тоже базой его является, это не просто перенесенный на почву Крыма в Судак и вокруг Судака турецкий язык, а это уже адаптированный, ассимилированный, измененный в соответствии с особенностями Крыма, особенностями его населения, какой-то, так сказать, в какой-то мере османские говоры. Потому что в языке наших судакских крымских татар тоже есть такие слова и выражения, которые в Турции просто не встречаются. И это связано с тем, что это не просто как бы заимствованный турецкий язык, а это вот специфический говор, сложившийся из различных веяний, влияний, и в том числе не тюркоязычных. Итак, переходим к половцам. Половцы – это, скажем так, в степной части Крыма и вокруг Крыма, это последняя
условно говоря, предтатарское население Крыма. Почему условно? Потому что мы эту тему разберем подробно, когда будем говорить о татарах и крымских татарах. Половцы появляются в Крыму и вокруг Крыма, как на Северном Кавказе, так и в Причерноморье, в XI и XIII века. Половцев обозначают разными словами: кыпчаки, команы, куманы и, как выясняется, куны. Уже не в первый раз мы сталкиваемся с тем фактом, что название народа извне и его самоназвание не всегда совпадают. Слово «половцы» русское. Есть две основные версии его смысла. Половцы – светловолосые, цветополовы, то есть люди, отличавшиеся от преимущественно черноволосых печенегов, что бросалось в глаза. Это первая версия. А вторая – это половцы, жители степи, поля половцы. Ну, во-первых, опять-таки, те, кто знают, скажем, гагаузов и другие агузоязычные народы, тех же турок, туркмен, азербайджанцев, они с удивлением открывают, что далеко не все агузы, не все турки, не все гагаузы обязательно смуглые и черноглазые. Антропологических типов гораздо больше, в том числе очень светлых, рыжеволосых, голубоглазых и так далее. То есть, если говорить о реальности, а не устоявшихся мифах. Зная, какие современные народы несут в себе генетику и культуру половцев, с первой версией полностью согласиться невозможно. Хотя, да, среди потомков половцев достаточно таки шатенов со светлой кожей и иногда даже голубыми или серыми глазами. Но при этом в них преобладают смуглые брюнеты. То есть, кыпчаки, а эти роды и племена сейчас есть у многих тюркских народов, узбекские кыпчаки и крымско-татарские кыпчаки, они антропологически, не так уж сильно бывает между собой похожи. И это связано, опять-таки, с тем, что первоначальные половцы смешивались с разными другими народами и племенами. Для этого могли быть свои причины более позднего периода. Если же пытаться объяснить половцев как жителей поля, они первые, что ли, из тех, кто соприкасался с русскими или с славянами, они что, первые жители поля? А несколько сот лет разве предки нынешних русских украинцев не сосуществовали с другими жителями поля, которые выглядели иначе и обладали своими собственными именами? В западноевропейских источниках их называли куманы или команы. Почему-то от этого имени довольно легко отмахиваются. Вот это общая констатация, что, дескать, в Западной Европе их называли куманы и куманы, но вот они на самом деле кыпчаки. Еще одним едва ли не самым распространенным названием для половцев и их потомков, а также основным их названием в арабо-персидских источниках является кыпчаки. Но что значит арабо-персидские источники? Это те источники тех народов, которые имели дело в течение столетий с восточными половцами. А куманы – это название в западноевропейских источниках, поскольку эти народы Центральной, Западной и частично Восточной Европы сталкивались именно с куманами. Поэтому так они и называли. Поэтому, на мой взгляд, применять слово «кыпчаки» как эквивалент половцев для всех, кого можно было бы назвать этим именем, не совсем точно. Такая разноголосица дает материал для анализа. Скорее всего, будучи довольно большим и очень широко расселенным народом, по некоторым оценкам количество половцев в Восточной Европе доходило до 500 000 человек. Это, конечно, цифра в нынешнее время не представляется очень большой, но учтите, что речь идет о XII веке. Половцы, как и их кочевые предшественники, скорее всего, были не одним и однотипным народом, а союзом племен или орд, объединенных в значительной степени языком, по современной классификации кыпчакским языком, общими интересами, расширением своего господства над евразийскими степями, образом жизни и хозяйствования, преимущественно кочевым скотоводством, религией, тенгрианством, но имеющим разные генетические и расовые корни, представляющий к моменту знакомства с ними европейцев метисный народ, опять-таки, в котором разные его части имели отличающуюся друг от друга антропологию и культурно-языковые особенности.
Кыпчаки – собирательное название для всего народа, закрепившееся в восточных источниках. Они называли территорию расселения половцев Дешты-Кыпчак, Половецкая степь. Но это арабское название. А арабы имели соприкосновение с кыпчаками в Центральной Азии и в том, что сейчас называется Казахстаном. Вот в причерноморских степях, кавказских степях арабы с половцами контачили меньше. И на самом деле оно представляло название самого крупного из половецких племен, наиболее часто соприкасавшегося с арабами и с мусульманским Востоком вообще. Куманы могли быть западной ветвью половцев, с которой в первую очередь и столкнулись европейцы. Как называли себя половцы в целом и называли ли как-то или использовали свои племенные и родовые названия, пока что уверенно говорить нельзя. То же самое, как мы подобное встречали со скифами, допустим, с хазарами, печенегами, сарматами и так далее. Обращает на себя внимание, что ареал расселения половцев почти полностью совпадает с первоначальной территорией скифов, хотя их разделяет около 1000 лет. Половцы создали несколько государств, занимавших разные части их ареала, но у них не было единого государства и одного правителя до появления, так сказать, татар. Каждая орда возглавлялась ханом, бывшим относительно суверенным правителем. При том, что основным занятием было кочевое скотоводство и прежде всего разведение лошадей, половцы, как и другие кочевники, практиковали земледелие, прежде всего посевы проса, как дополнение к своему главному источнику существования, а также строили и создавали города, там, где в этом нуждались. Вообще почему-то принято считать, что городская культура – нечто чуждое по отношению к кочевому обществу. Реальная история показывает, что это не так. Города, в том числе в Крыму, строили уже скифы. У хазар и волжских булгар также была высокоразвитая для того времени городская культура, не говоря уже о Золотой Орде и ее преемниках. И это логично. Кочевники, как никто другой, нуждались в торговых и ремесленных центрах, где могли бы обменивать свои продукты на товары и изделия, которые невозможно или очень сложно произвести в условиях постоянного перемещения. Ну, скажем так, в первую очередь оружие. Возможно, они первоначально подсмотрели это у оседлых народов, но очень давно научились строить города сами и жить в них, переходя в некоторые свои части к оседлому быту. Со словом «куман» или «коман» вполне вероятно связано и географическое название «Кубан». Кубан или Кубань по-русски. Как уже отмечалось выше, в тюркских языках существует довольно странное для нетюрков чередование звуков «м» и «б», «п». Например, в Крыму есть поселение Курман, нынешний поселок Октябрьское. Это не что иное, как Курбан. Ну, например, у кавказских нагайцев праздник мусульманский Курбан-Байрам называется Курман-Майрам. Например, часть кавказских нагаев, известный мусульманский праздник Курбан-Байрам, именно так и произносит. В этом ряду, учитывая, что степи Северного Кавказа также были одним из регионов проживания половцев, чередование Кубан-Куман выглядит вполне возможным. Выжив печенегов из Причерноморья и отчасти включив их в свой состав, половцы унаследовали их границы с Киевской Русью и румейскими владениями в Крыму. Собственно, крымские степи, разумеется, были недостаточны для их размещения ни по размеру территории, ни по ресурсам. Фактически крымской степью владели половецкие улусы, расположившиеся в Северном Причерноморье. Военное дело у половцев было поставлено лучше, чем у печенегов. Они умели собирать объединенную армию, создавать опорные пункты из телег-арб, на которые натыкались преследователи, если половцам приходилось отступать. Военно-тактическая организация половцев через несколько столетий практически дословно была воспроизведена казаками. Кош, курень, атаман, передвижное укрепление из вазов. Именно у половцев вместо прямого меча появилась искривленная сабля или шашка, постепенно вытеснившая прямое оружие от Японии до Британии. Чем это хорошо, не специалисту трудно сказать, но, по-видимому, оказавшееся более удобным оружием для кавалерии. До татарского половецкий лук был лучшим в Восточной Европе. Да и умение стрелять на полном скаку сохранилось у степняков еще со времен киммерийцев. К этому времени половцы сами изготовляли стальное оружие и доспехи, образцы которого сохранились.
Но это не только оружие. Они изготавливали серебряные изделия, в том числе зеркала и украшения. В случае с половцами можно уже уверенно говорить, что, по крайней мере, часть их войска составляла тяжелая, защищенная латами кавалерия, в том числе специальные металлические маски, защищавшие лицо. При известном налете монголоидности заметно, что у половцев на изображении голова скорее овальная, высокий, может быть, даже с горбинкой нос. Отличия от классических монголоидов Дальнего Востока довольно заметны. Но при этом тоже есть очень существенные колебания во внешнем виде половцев, в антропологическом виде половцев или тех народов, которые считаются их потомками. Если сравнивать между собой узбеков, казахов, часть кыргызов, башкир, поволжских татар, крымских татар, нагайцев и так далее, то окажется, что при том, что у всех этих народов, допустим, есть род Кыпчака, у хазарейцев он есть, вот, то если вы выберете людей из этого рода и сравните из всех этих народов, посмотрите, как они выглядят, окажется, что они и похожи, и в то же время очень отличаются. Отношения с новыми соседями, как обычно, начались со столкновений. Впоследствии половцы периодически совершали походы на русские земли, но и русские князья в долгу не оставались. Однако уже в ближайшие десятилетия взаимоотношения стали напоминать то, что было при печенегах. Русская и половецкая знать заключала династические браки, являвшиеся оформлением военно-политического союза. Даже у известного своим неудачным походом в степь князя Игоря мать была половчанкой, а он ходил в поход на половцев. Можно увидеть на изображениях, сохранившихся в русских рукописях, что их также можно было бы назвать народом повозок. Когда говорят о юртах, в русском языке юрта, то предполагают, что, и сейчас это видно, что юрта собирается, разбирается, то есть это пусть и переносное жилище, но которое стоит на земле. Однако же есть разные виды юрт, в том числе такие, которые стоят на огромной повозке, запряженной там 5, 8, 10 валами. То есть это не просто юрту, которую можно быстро собрать, разобрать и перевести, но это еще и юрта, которая прямо-таки стоит на огромной арбе, которые тянут валы, и жизнь идет своим чередом. То есть вплоть до того, что там готовят есть на устройстве, которое сейчас в России называется самоваром. То есть такое специальное устройство с поддоном металлическим, который защищает пол, саму повозку от углей. А дальше, стоит казан закрытый, в котором можно кипятить воду. И это осуществляется не только во время стоянок, но прямо на ходу. Шатер на арбе был не просто транспортным средством. Там проходила значительная часть жизни, вплоть до разведения огня и приготовления пищи. И рисунки таких половецких арб сохранились в том числе в русских летописях. Так вот, посмотрите. Снова Кюме-Ир. Снова народ повозок. Первоначально половцы были тенгрианцами. Впоследствии некоторая их часть приняла христианство. Сильны были и дотенгрианские шаманские ритуалы. Известен обычай половцев ставить каменные изображения, по-русски каменные бабы, на курганах. Часто это делалось на курганах, возведенных еще до половцев. Баба, позже воспринимаемая как женщина, изначально была тюркским словом, обозначающим отец, дед, баба. Иначе говоря, предок, культ предков. И это опять-таки совпадение скажем так, не совпадение, а аналогия с тем, что одним из ведущих богов у скифов был Бабай. Есть разные изображения половцев в русских венгерских хрониках. В настоящее время они выглядят достаточно примитивными, и трудно судить об адекватности этих изображений. Но и по ним видно, что половцы отличались между собой по антропологическому типу. От
выраженно монголоидного до практически европеоидного, или, если хотите, наоборот. То есть опять получается, что половцы – это такая общность, которая объединена политическими интересами, культурой, языком, образом жизни, а в расовом или в антропологическом отношении она очень разнообразна. И могли отличаться разные роды и племена, входившие в состав половцев. В Крым половцы принесли свой кыпчакский язык. Потомки тюркских этносов до половецкой поры, осевшие в Крыму, в том числе и в предгорьях, то есть это северная часть нынешнего Бахчисарайского, Симферопольский, Белогорский районы, говорили на языках, тяготевших по современной классификации к агузским. Это деление сохранилось до настоящего времени. Представители горно-лесного Крыма говорят на агузо-кыпчакском диалекте. Южнобережье более на агузском, хотя и с влиянием кыпчакского. Степи практически на разновидностях кыпчакского языка. Появление половцев в Крыму не отмечено никакими крупными военными столкновениями или резней. Половцы в Крыму достаточно легко поладили с населением Горного Крыма, включая и представителей восточно-римских владений. Им при наличии больших степных пространств за пределами Крыма просто не было резона драться за горные долины. Гораздо выгоднее было получить доступ к товарам и услугам на условиях взаимовыгодного обмена. Опять-таки, некоторая часть половцев, готовая поменять кочевой быт на преимущество оседлой жизни, должна была приноравливаться к образу жизни, устоявшемуся до них. Какая-то часть принимала христианство, переселялась на территорию под контроль Византии. Тенгрианство в его поздней форме фактически было уже единобожием, где Тангры или Тенгри стал уже не просто старшим богом, а трансформировался в представление о божественном небе, высшей силе, управляющей вселенной и судьбами людей. Это в некоторых случаях создавало условия для относительно легкого перехода в христианство, а позже и в ислам, которые воспринимались не как иные религии, а как продолжение веры в Тангры. Принятие новой религии, особенно на первых порах, подталкивало к установлению мирных отношений к носителям этой же религии. Вплоть до 1945-48 годов, когда 3 указами Президиума Верховного Совета более 90% географических названий в Крыму были переиначены, на территории Степного Крыма существовали десятки наименований сел со словом «кыпчак». Это говорит о том, что кыпчаки не просто поселились в Крыму, а в течение столетий перешли на оседлый образ жизни. В свою очередь, это означает, что здесь значительная их часть должна была перейти на оседлый образ жизни и земледелия. Для кочевого скотоводства крымских степей явно недостаточно. Наверняка от скотоводства они не отказались, но его в условиях Крыма было просто недостаточно, чтобы прокормить такое количество людей. Следует учесть, что далеко не все, кого называли половцами, были кыпчаками в их собственном представлении. К половецким родам можно отнести и кунгратов, которых некоторых первоначально считают монголами, найманов. Найманы – это такая большая общность, которая долгое время существовала вне кыпчаков. И вообще-то другим названием их были агузы, секис, огуз и так далее. И кроме того, интересно, что практически все найманы были христианами еще до появления в Крыму. То есть это восточные христиане, которые приняли христианство, еще проживая где-то, скажем, условно говоря, на востоке Казахстана или даже еще раньше. Барынов, аргынов и других. Если посмотреть на старые названия крымских сел, то практически вся степь была покрыта этими названиями. Что еще раз говорит о том, что половцы и кыпчаки – это не совсем одно и то же. Кыпчаки, вероятно, были наибольшим племенем половцев, но в свое время они входили в состав кимаков, так же, как и татары, а потом кимаки уже стали частью кыпчаков. То есть это происходили те процессы, о которых я говорил. На протяжении какого-то времени какой-то род или племя лидировали, потом, может быть, менялась численность или там какие-то обстоятельства, терпели поражение, и вперед выходило новое племя, и их название становилось общим для всех. Или это мог быть союз разноплеменный, который даже не имел общего названия,
но имел общие интересы и со стороны воспринимался как нечто общее. В последнее время историки пришли к выводу, что до появления половцев в Восточной Европе с кыпчаками совместно проживал близкородственный народ кемаки. Однако по-тюркски снова-таки такого слова быть не может. Оно должно звучать как кимек, то есть мягко, либо как кымак, то есть жестко. До сих пор на западном берегу Каспийского моря в нынешнем Дагестане живет народ кумык или кумук. Значительная часть современных тюркских языков включает в себя кыпчакский элемент. Из современных языков к половецко-кыпчакской группе, а есть еще ногайско-кыпчакская, болгаро-кыпчакская, относят крымско-татарский язык, кумыкский язык, карачаево-балкарский язык, урумский язык, караимский язык, крымчакский язык, а также армяно-кыпчакский и мамлюко-кыпчакский. Татарский язык считается половецко-кыпчакским у исследователей, не признающих поволжско-кыпчакского единства, сближаясь с крымско-татарским и караимским. Башкирский язык оказывается при такой трактовке ногайско-кыпчакским. Надо понимать, что разные языковые конструкции и классификации даются разными исследователями в меру того, что они знают, в меру того, что они изучили, того, что они понимают, ну и при определенном влиянии какой-то идеологии и политики, конечно. Поэтому не следует удивляться, что одна и та же совокупность тюркских языков классифицируется по-разному. Вообще же слово «кыпчак» сохранилось как актуальное до наших дней в виде топонимов, названий родов и подразделений казахов, кыргызов, нагайцев, башкир, кыпсак и даже, как мы видели раньше, хазарейцев на огромной территории, занимаемой этими народами в Европе и Азии. Однако, условно говоря, в чистом виде кыпчаков в настоящее время нет. И это опять неудивительно. Это то же самое, что происходило с многими древними тюркскими или прототюркскими народами. Так что же произошло? Разные орды и ханства, ханства и ханы – это до поры до времени, до эпохи Монгольской империи, это не какое-то государство с четко очерченными границами, это скорее большое племя или род, подчинявшийся одному предводителю, племенному вождю. Так вот, разные орды и ханства, удаленные друг от друга тысячами километров, гранича с разными народами, подвергались влиянию и входили во взаимозависимость со своими соседями и партнерами гораздо больше, чем их внутриэтнические связи. Значительная часть их оказалась за Кавказе. Известно, что до 40 тысяч половцев находились на службе у грузинских царей. Часть кыпчаков какое-то время провела в Шираке, нынешняя Армения, где принимала христианство. Сохранился комплекс в Артыкском районе Ширакской области Армении Хвча-Хаванг, который на армянском означает «Кыпчакский монастырь». Северо-западные половцы более-менее наладили сосуществование с Киевской Русью, то есть те же куманы. Западные с Венгрией, крымские с Византией или Восточной Римской империей. Значительная, возможно, даже большая часть осталась на огромных пространствах нынешнего Казахстана, Центральной Азии, также тяготея к местным государствам и культурам, участвуя в их жизни, в том числе в конфликтах. Ну, например, известно, что значительную часть армии Хорезма-Шахов в Средней Азии составляли, опять-таки, кыпчаки. Это звучит парадоксально, но среди причин, породивших последующие проблемы половцев, странно прозвучит, но стали их многочисленность и расселенность по большим пространствам Евразии. Представляя собой очень крупную по тем временам этнокультурную общность, половцы так и не смогли, или, может быть, не захотели, создать общеполовецкое государство. Они, вероятно, просто до поры до времени не нуждались в этом. Эта разделенность половцев создала возможность использования одних из них против других в континентальном масштабе. И это сделали монголы и их союзники. В
следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете об армяно-кипчаках. Вы познакомитесь с армяно-кипчакскими письменными памятниками. Также вы узнаете о первой в мире тюркской печатной книге и о трагическом для полуострова выселении христианского населения Крыма в XVIII веке.